Хвален Иисус Христос. Спасибо вам всем, что сегодня пришли. Сегодня я хочу с вами немного поговорить. Поговорить хочу об общении. О том, как мы общаемся друг с другом, как мы общаемся в наших семьях, как мы общаемся с нашими друзьями, коллегами, как мы общаемся с незнакомыми и со знакомыми людьми, с теми, кто нам дорог, и, может быть, с теми, кто нам безразличен. Да? Я надеюсь, что эта встреча наша будет такая очень интерактивная. Да? То есть не я одна тут буду вам ходить и махать руками, что-то рассказывать, но вы сами будете все постигать, сами как бы очень многие ответы на вопросы будете искать сами. И я надеюсь, что вам будет интересно. Уверена, что будет интересно и мне. Вот. Также формой нашего общения будут вот такие листочки. На них можно будет писать вопросы, на которые я бы хотела ответить уже в конце нашей встречи, вот, потому что надеюсь, что общение у нас будет очень живое, ну и чтобы так процесс у нас не прерывался, да, я вот сейчас вот так вот на две половинки разделю, вот, положу, вы сможете со всеми поделиться листочками, вот, и я прошу прощения. Здесь у нас есть такая тарелочка, да, в нее можно будет эти бумажки с вопросами складывать, и в конце я на них постараюсь ответить. Вот. Ну, не обязательно вопросы именно об общении, то есть, но желательно о психологии, ну, хоть как-то. Вот. Давайте нашу беседу начнем с такого очень детского вопроса. Да? Нужно ли нам общение? Естественно. Естественно. Да? Где стройный хор голосов? Да, нужно. Хорошо. Следующий вопрос. Зачем? Зачем нам общение? Не слышим? Человек – существо общественное. Он создан не для общения, но в общении. Он должен жить в какой-то группе людей, значит, должен общаться. Отлично. Человек – существо общественное. Зачем еще? Зачем нам это нужно? Зачем вы общаетесь друг с другом? В одиночестве быть. Не может быть в одиночестве. Значит, общение нас спасает от одиночества. Да. Любое общение. Когда мы сидим на сайте ВКонтакте и пишем друг другу сообщения типа «Привет, как дела? Это Нормально, что делаешь? общение. Да ничего». Живое общение. Какое еще? Наверное. Какое? И контактное общение. И контактное общение нам тоже, конечно, нужно. Общение с Богом. Общение с Богом нам нужно, да. Ну, это сфера к отцу Александру. Если так тревога, тогда Бога. Як тревога, тогда Бога, да. Наверное, нам нужно общение, в котором мы можем чем-то поделиться. В котором мы открываем себя другому человеку, и в котором другой человек открывает нам себя. Когда мы можем, ну, о чем-то попросить, допустим, другого человека, да? Чем-то поделиться своей радостью, или своей тревогой, или своим горем, может быть, да? И общение нам помогает, действительно, оно спасает нас от одиночества тогда, когда оно наполненное. Когда не просто какие-то пустые фразы «привет, как дела, нормально», да? Вот. А когда мы хотим действительно что-то сообщить людям, что-то передать, чем-то поделиться, что-то получить от других людей. Замечательно. Тогда следующий вопрос. Наверное, многие слышали из вас, что есть такое словосочетание, да, эффективное общение. Вот что такое эффективное общение? Зачем оно нам нужно? Когда ты донес то, что ты хотел сказать, и человек тебя понял. Замечательно. Обратная связь. Замечательно. Хотел что-то донести, что-то сказал, человек тебя понял. Не только понял, а еще и, может, что-то предложил, посоветовал, внес Да. рациональное тебе. И это неожиданно иногда бывает. И иногда мы получаем действительно приятные сюрпризы. Когда результаты есть. Когда есть результаты, да. Отлично. Давайте теперь поговорим о том, а что нам мешает эффективно общаться. И здесь будут ответы не такие простые. Да? Потому что на самом деле на пути нашего эффективного общения стоит очень много препятствий. И эти препятствия заключены в нас самих. Вот обратите внимание, вы говорили, общение – это когда я хочу что-то донести человеку, да, другому. То есть что-то внутри меня есть, я хочу этим поделиться с другим человеком. Я хочу вам сейчас предложить такой эксперимент. Пожалуйста, прислушайтесь вот каждый к себе, к своему состоянию.
попробуйте мне сказать, что вы сейчас чувствуете вот на уровне вашего тела. Кто-нибудь хочет кушать сейчас? Поднимите руку. Я тоже хочу. Кому-то хочется спать. Да, хорошо. Кто-то хочет пить, может быть? Да, человек хочет пить. Но я вас огорчу, прямо сейчас эти потребности, видимо, удовлетворить нельзя. Но я знаю, что каждый из вас может сделать для себя, для своего удобства прямо сейчас, вот не сходя с места. Прислушайтесь к своему телу и посмотрите, насколько удобно вы сидите. Насколько вам... Да, естественно, я понимаю, да? Насколько вам удобно, не зажаты ли вы, да? О, пошло по рядам, да. Все, заканчиваем. Вот. Насколько вам удобно, да? Вот. Спина, ноги, да? То, чем сидим, шея, да? Насколько вы свободны, насколько вы хорошо себя сейчас чувствуете, да? И можно сесть так, как вам удобно. Чуть-чуть так пошевелиться, да? Все уже восприняли, сидят удобно. Вот посмотрите, это очень простая вещь, да? Казалось бы. Да, ну, что такого? Вот, сесть так, как мне удобно, да? То есть так расслабиться, хорошо, да? Тем более у нас не так много, места есть, можно устроиться, да? Обратите внимание, для того, чтобы это сделать, вам пришлось приехать на семинар и услышать от меня этот вопрос, удобно ли вы сидите. На самом деле, часто так происходит и в нашей эмоциональной сфере. Очень часто мы игнорируем то, что происходит внутри нас, мы игнорируем свои эмоции. Простой пример. Семейная пара. Муж возымел привычку называть жену булочкой. Жене это не нравится. Ну, может быть, она у нее ассоциация, что это пышненькая, толстенькая, там, может, какие-то намеки на свою фигуру в этом чувствует, но ей это не нравится. Но жена считает, что, ну что я буду говорить ему, ну что я буду с ним ругаться, что я буду ему там попрекать, что он меня так называет. И она вот эту злости копит в себе, да, так вот тихонечко, вроде ничего не происходит. Знаете, я когда-то еще в подростковом, скажем, возрасте увлеклась творчеством Стивена Кинга, который пишет романы ужасов. И вот в одном из этих романов я нашла очень красивый образ. Да? Он написал в одном своем герое, что герой не был злой, но он был трусливый, он был слабый, он был завистливый. И вот каждая ситуация, когда он либо трусил, либо завидовал кому-то, либо злился на кого-то, да? Вот в колодец его души как бы падал такой ларчик с ядом. Да? Вот падал день за днем, как бы, по ларчику, по капельке, да? Потом эти ларчики от воды там растворялись, яд выливался, да? И как бы весь колодец его души в конце концов стал отравленный, и он натворил там немало зла. Ну, как свойственно Стивену Кингу. Ой. Вот. То же самое происходит с нашей женщиной, которую называют булочкой. Да? Вот эти день за днем, неделя за неделей, булочка, да? Вот это капает в нашу душу, да? Вот этот невостребованный гнев, потому что, скажем так, с гневом это как с недосыпом, он никуда не уходит. То есть даже если вы перестали на данный момент сердиться, если вы никак не выразили этого, да, он у вас останется. Будет внутри вас вот так вот потихонечку вас отравлять. Ну, не только гнев, всякие эмоции такие, которые тяжелые, да, и страх, и, может быть, зависть и так далее, да, это никуда не девается, это всегда с нами. Вот, если это не научиться выражать, но об этом позже. И вот жене становится все более и более неприятно, она начинает так, напрягаться от этого, да. В какой-то момент решает сделать мужу вредный поступок, начинает его называть пончиком в ответ. Мужу это тоже начинает не нравиться. Муж тоже начинает накапливать вот это раздражение, да? Уровень раздражения повышается, они начинают друг другу делать какие-то подколки, какие-то, там, знаете, как в семье, да, если мы живем рядом, близко друг к другу, да, мы всегда знаем, в какую сторону можно ужалить, так, чтобы вроде ничего и не сказали, но стало неприятно супругу или супруге, да? И вот они это продолжают делать. Да? В конце концов, значит, они вот так вот шпильки друг другу подкидывают, да? Вот. Ну и наступает какой-то момент, когда наступает кризис, когда все, терпеть невозможно. И вот в какой-то такой момент, да, жена замечает где-то стоящую в углу мужнину носки, да, вот. Все, она взрывается. Причем взрывается она, она не на эти носки взрывается, да, она взрывается вот на все вот этот вот годами накопленный опыт, да. Начинает на мужа, соответственно, то есть, ругаться, кричать и так далее. Муж не понимает, в чем дело, но он видит, что на него идет какая-то цунами агрессии, да.
Что делать? Лучшая защита – это нападение. Он начинает кричать ей в ответ. Да? Потом, возможно, эта пара придет к психологу и будет говорить о том, что у них кризис семейной жизни, что что-то у них разваливается, все, ничего не получается. Возможно, они бы очень удивились, что все началось вот с этого пончика и булочки. Да? То есть... И еще, может быть, больше удивились, если бы поняли, что если бы вовремя жена сказала, мне это не нравится, не надо, да? То ничего бы не было. Ну, во всяком случае, этого повода к раздражению и какой-то злости взаимной у них бы не было. Да? И тогда давайте знакомиться с первым врагом диалога. Я игнорирую свои чувства. Да? Игнорирую, делаю вид, что я ничего не чувствую, что у меня все прекрасно, да? А внутри нас вот этот ларчик с ядом потихонечку распадается, яд нас отравляет. Ну хорошо, согласитесь, что поработать так немножко со своим телом было достаточно просто, прислушаться к себе и сказать, что мне неудобно, я хочу кушать и так далее. Давайте пойдем на уровень более сложный, да, на ступеньку выше. Тоже призываю вас к себе прислушаться, каждый к себе, да. Пробуйте ответить, что вы сейчас чувствуете в плане эмоций. Эмоций. Неспокойно, комфортно. Спокойно, очень комфортно. Отлично. Интерес. Угу. Радость. Спасибо. Успокаиваемся. Спокойствие, успокаиваемся, так. Слушаем. Ну, слушать это немножко действие такое, да? Интерес, хорошо. Очень часто люди, которые, когда им задаешь этот вопрос, что ты чувствуешь? Отвечают так, ничего. Да? Опять же, обращаемся к Синзу Александру. Кто ничего не чувствует, тот явно умер. Поэтому это срочная работа. Вот. Отлично. Ну, значит, эмоции, скажем так, в целом позитивные. Теперь скажите, может быть, среди нас есть человек, который сейчас куда-то опаздывает? И вообще должен быть сейчас в другом месте, а он с нами здесь. Нету таких. Дети мои, возможно. Дети, ну, Да. Вы должны поехать в магазин еще. вы должны поехать в магазин. Да. Ну, я могу предположить, да, сейчас я фантазирую, что человек, который сейчас бы опаздывал здесь, да, но все равно оставался по каким-то причинам с нами, он бы испытывал очень смешанные чувства. На самом деле, с одной стороны, он, наверное, был бы раздражен, почему так долго? Ну, сколько можно говорить, да? С другой стороны, возможно, он бы чувствовал досаду на себя, что ну вот, опять я опаздываю куда-то. Да? Вот. Возможно, он бы чувствовал досаду на того, кто его там ждет. Ну вот приду, и он снова будет меня там долбить, что я опять опоздал. Да? С другой стороны, он ведь не уходит, он ведь с нами. Да? Поэтому, возможно, он чувствует интерес. Да? Большинство здесь. Да? Интересно, что будет. Если мы говорим об интересе, возможно, мы говорим о надежде какой-то. Да? Возможно, я надеюсь, что это чем-то мне поможет в жизни. Вот это то, что мы сейчас говорим. Да? Вот. Я сейчас как бы не говорю о том, ну, чтобы упростить немножко схему, да? Я не говорю о том, не спрашиваю вас, что вы думаете, а какие у вас цели в жизни, да? А что вы считаете добром, а что вы считаете злом, да? Какие у вас ценности. Да? Если мы посмотрим вот на это все в целом, мы увидим, что мир внутреннего человека, мир наших эмоций, он очень-очень сложный. Более того, что он сложный, он постоянно меняется. Да? Сейчас мы чувствуем одно, через 5 минут добавилось еще что-то, какое-то чувство ушло, что-то, мы постоянно в каком-то движении. Да? И когда мы говорили о том, что эффективное общение – это умение свой вот этот внутренний мир, какой-то кусочек, да, какую-то фотографию его здесь сейчас показать своему там, супругу или собеседнику, да, вот, мы увидим, что сделать это очень непросто. Потому что часто бывает так, что люди и не игнорируют свои чувства, они понимают, что они что-то чувствуют, да, что это для них важно, но они не умеют называть свои чувства словами. И вот это неумение называть свои чувства словами – это следующий враг эффективного общения. Давайте увидим. Я не могу выразить свои чувства словами. В тяжелом случае это называется лекситимия. И с этим очень часто работают психологи. К психологу приходит человек и говорит: «Мне плохо». Психолог спрашивает: что значит плохо? Да? Ну плохо. Да? И человек начинает злиться на психолога, он непонятливый, бестолковый какой-то. Да? Он не понимает, что ему русским языком говорю: «Мне плохо». Да? Или другая ситуация,
другой человек может прийти, чаще это женщина, да, начинает плакать, вообще ни слова не говоря, просто сидит и плачет, да. Ну, стоит предположить, что у нее там внутри какая-то очень сильная какая-то буря эмоций, да, ей плохо, да, вот, с ней что-то происходит, но что с ней происходит, непонятно, видно только слезы, да. Точно так же происходит в нашей жизни повседневной, да. Ну, к сожалению, бывает так, что вот этот уровень гнева, допустим, в семье накапливается, да, и в какой-то момент жена просто начинает орать на мужа, да, вот, орать либо вообще вот так вот, да, просто в таком истеричном состоянии, да, либо начинает, ну, там, или как-то, ты плохой, ты все, ты вообще, ты ничто, и все, да, как бы, вот, катастрофа, вот, все, мир рушится, да, вот. Что за этим скрывается? Ну, как-то сложно предположить. Можно догадываться, особенно если мы знаем человека хорошо, мы можем догадываться, что у него там вот за душой, да, но это сделать очень сложно. Вот. Поэтому следующее, вот у меня сейчас в консультировании женщина, ну, они уже достаточно, ну, взрослые, у них 2 взрослых сыновей, и вот муж в какой-то момент после летнего отпуска заявил жене и сыновьям: я объявляю вам войну, и начал пить. Долгое время мы пытаемся выяснить, что же он за этим, собственно, скрывает, а что, собственно, случилось, да, почему вдруг война началась. Поэтому следующий момент — это когда я не могу выразить свои чувства. Отлично, давайте пойдем еще на ступеньку выше, это еще не предел наших возможностей. Я сейчас вас попрошу посмотреть друг на друга. Неважно, знаете вы друг друга или нет, найдите кого-нибудь, на кого можно посмотреть, да? Посмотрите друг на друга, внимательно посмотрите, что вы так глянули и отвернулись. Хорошо посмотрите, пристально, да? Откуда 1,5 часа глядел? Да, вот с Александром большой опыт глядения, да? Хорошо, посмотрите друг на друга, попробуйте сказать, что чувствует человек, который рядом с вами. Радость, да. Все сразу заулыбались. Что еще раз? Любопытно за детей, которые есть, которые так сказать, не очень в этом заинтересованы. Да. Опять же, да, и радость, и беспокойство в чем-то, да, и какие-то... Доброта, да, но это скорее качество, это не чувство, да. Вот. Если мы говорим о том, что наш мир очень сложен, и нам очень сложно иногда свои эмоции назвать и собеседнику так предъявить доходчиво, да, то представьте себе, насколько сложнее сказать точно, что чувствует другой человек, да. Ведь не только радость, и не только беспокойство, да, и не только чувствует, но и думает, мечтает, строит планы, там, выбирает какие-то приоритеты, да, и это все постоянно в нас происходит, в каждом. И видимо, что это, видите, задача практически непосильная. Объяснить, как бы увидеть в человеке, да, что он чувствует. И вот здесь наступает парадокс. А парадокс в том, что когда мы общаемся, особенно когда мы общаемся конфликтно, когда у нас ссора, мы очень любим пойти вот по этому самому сложному пути, сказать человеку, что он чувствует. Более того, поскольку это ссора, да, не только что он чувствует, но его еще в этом обвинить. Ты чувствуешь то-то, то-то, например, тебе плевать на меня, да тебе там безразличны мои чувства, там, да, тебя никогда не допросишься, там еще чего-то, да? Вот. Да, вот, да. Вот. Стало быть, ты плохой. Да? Вот этот способ действия называется «ты высказывание». «Ты высказывание» — это очень просто. Высказывание, которое начинается от слова «ты», «тебя», «тебе» и так далее. Да? Ну, давайте себе представим такую ситуацию. Семья, папа, мама, девочка, ну, лет 16, скажем. Конфликтный возраст интересный, да? Дочка получает такую плохую привычку, начинает поздно приходить домой. Ну, часов 12 ночи. Ну, достаточно часто. Да? Мама с папой, пока без дочки, пытаются эту ситуацию обсудить. Применяют они вот эти «ты» высказывания. Да? Ну, что может мама сказать папе? Да ты за детем не смотришь, тебе плевать, да, ты не можешь с ней поговорить, ты не можешь ей объяснить, да тебе все равно вообще, что с ней происходит, да?
Папа может, в свою очередь, сказать маме, а ты куда смотришь? Да? Твое воспитание. А твое воспитание, да, совершенно верно. Мгм. Что еще, какие версии? Твоя Твои дочка. гены. Твоя дочка, твои гены. Ага. Ты распустила. Ты распустила, да. Слушайте, я смотрю, ты профессиональные скандалисты. Тебе не важно, совершенно верно. Мгм. Да, то есть, ну, дочке тоже можно сказать, тебе плевать на родителей. Ты думаешь только о том, чтобы уйти из дома. Что еще можно дочке сказать? Ты где была? Ты где была? Это уже вопрос, который может начать диалог. Да? Сейчас мы пытаемся дочке сообщить о том, что она чувствует. Да? Что ей плевать на родителей, что она хочет только уйти, ей интересны только ее гули где-то там, да? И все прочее. Вот. Но мы хотим взять еще одну недостижимую высоту. Нам мало сказать человеку, что он чувствует. Да? Ведь может оказаться так, что он чувствует сейчас одно, завтра другое. Это нам не интересно, скандалистам профессиональным. Нам интересно не только сказать человеку, что он чувствует, а сказать ему, что он так чувствует всегда, при всех обстоятельствах и никогда не чувствует себя по-другому. И тогда у нас появляется следующий враг эффективного диалога. Глобальные слова, типа «всегда», «никогда», «вечно», «ни разу». Да? Продолжаем всю ту же ситуацию вот с папой, мамой и ребенком. Да? Ну-ка, скандалисты. Да тебя вечно никогда нету дома, может сказать мама папе. Да? Да ты никогда за детем не смотрела. Да ты вечно его отдавала своей маме. Да, вот тут включается вариант тещи. Да, это всегда благодатная почва, чтобы поругаться. Да. Вот, ты всегда отдавала своей маме, а часами ходила по магазинам с подружками и тратила деньги, которые, между прочим, я зарабатывала, может сказать муж. На что жена может сказать, да ты никогда в дом копейки не носил, и чтобы мы, если бы не моя мама, в первый год брака вообще бы умерли с голоду. Например, так, да? Да сколько раз я тебя просила поговорить с дочкой, тебя же никогда не допросишься. Да ты ж вечно пьешь пиво со своими друзьями. Да? Замечательно. Дочки могут сказать, да хоть бы ты раз посуду помыла, да? Да хоть бы раз ты подумала про своих родителей, да тебя же вообще никогда нет, ну и так далее и тому подобное, да? Вот, то есть очень хороший способ раздуть ссору, это ее в такие, знаете, библейские масштабы поместить, всегда и везде, да? Вот тогда да. Вот, но этого нам тоже мало. Мы возьмем еще одну фигуру высшего пилотажа. Нам мало сказать, что человек это чувствует, он это чувствует всегда и везде, нам еще нужно этого человека как-то назвать за это. Да? И тогда вот каким-то одним словом, да, вот так вот четко припечатать. И тогда у нас появляется следующий враг диалога – ярлыки. Да? Вот когда мы вот это вот все, да, переварили, что наш муж или наша жена всегда и везде вот так чувствует, теперь это надо как-то назвать одним словом. Да? Мужа, который не зарабатывает, не смотрит за дочкой, там еще что-то, можем назвать как? Лентяем. Лентяем. Ты уже вешаешь ярлычки. Да, мы начинаем вешать ярлычки. Совершенно верно. Игрок. Да? Как? Игрок, играешь все время в танки свои. Да, посмотри, игрок, неудачник. Да. Вот. Жену, которая не может объяснить своей дочке, как положено вести, можно назвать как? Мужчины. Как? Ссоре нельзя такое говорить. Мы назовем ее, например, кукушкой. Это можно сказать в костеле. Да? Ты плохая мать. Ты кукушка, ты бросаешь своего ребенка. Кукушка. Ну, прости боженька, стерва. Да? Вот. Еще и мужа пилишь, поэтому да. Вот это слово. Угу. Как еще? Пила. Пила, да. Вот. Кукушка и пила. Этот неудачник. Дочку, которая где-то там болтается, малолетней ночной бабочкой. Да? Да, хорошо. А теперь посмотрите, у нас появляются три фигуры. Неудачник, пила и ночная бабочка. Между ними возможен какой-то диалог. Александр. Семейка. Бессовестная можно назвать.
Да, можно назвать бессовестной, да. Вот. Каждый из них считает себя других бессовестными, абсолютно точно. Вот. Между ними какой-то диалог возможен, вот о чем-то, да, то есть вот договориться и разрулить какую-то эту ситуацию. Я думаю, что нет, да, потому что, ну все уже все сказали, собственно говоря, да. Вот. Ну и заканчивается это, видимо, тем, что мама уходит на кухню или по магазинам, папа идет пить пиво с друзьями, дочка думает, какая дурацкая семейка, и идет к своим подружкам или друзьям и рассказывает им о том, какие у нее дурные родители, и вообще что там творится. Вот. Вопрос в следующем. Будет ли эта дочка в дальнейшем приходить домой раньше или позже? Я думаю, что чем позже, тем лучше. А уходить чем раньше, тем лучше, чтобы как можно меньше контактов. Да? Ну, тогда, стало быть, можно предположить, что этот многообещающий диалог повторится и не раз. Да? То есть он будет ходить вот так по кругу. Да? То есть она будет приходить поздно, мама будет винить папу, папа будет винить маму. Ну и, собственно говоря, на этом будет такая зацикленность такая будет. Да? Ну что, устали фигуры высшего пилотажа делать в ссорах? Мы поговорим теперь о друзьях. Это довольно просто, да? Если мы говорили, что первый наш враг — это то, что мы игнорируем свои потребности, желания, чувства, значит, внимание и уважение к своим чувствам. На самом деле, может потребоваться какое-то время, да, и такое немножко волевое усилие к тому, чтобы научиться к себе прислушиваться, да, и научиться отдавать отчет себе, в первую очередь, да, и потом доносить другим о том, что я чувствую, что я ощущаю и так далее. Да? Соответственно, на смену «ты» высказывания приходит «я» высказывание. Потому что о себе мы можем еще что-то сказать. Да? Так, более или менее мы понимаем, о чем идет речь. Да? И тогда вот в той же ситуации с девочкой, да, и папой, и мамой, мама могла начать того, знаешь, я беспокоюсь. Вот это уже обо мне. Да? Знаете, есть такие асы, скажем, общения, да, которые вот даже в ссорах вообще слово «ты» не употребляют. В принципе. Да? У меня одна знакомая, они в браке, да, женаты. Ну, вот как-то их стало беспокоить, что у них вечный непорядок в квартире, да, в частности, на кухне. И жена стала замечать, что муж иногда берет, съест бананчик, например, да, и очистку не в ведро сразу, а оставляет где-то вот, на шкафчике где-то. Ну и, соответственно, там какая-то мусор образуется, да. И женщина говорит так: ты знаешь, мне кажется, что если мы будем складывать там очистки в ведро, то беспорядка станет меньше. Слово «ты» вообще не звучит. Да? Некоторые делают так. Мне кажется, что если складывать эти бумажки в корзину, мусора станет меньше. Слово «ты» не звучит. Это не агрессия. Да? То есть на эту фразу не хочется сказать: а вот ты, там, тра-ля-ля и так далее, и ты сама так не делаешь. Да? Вот. Это просто такая констатация факта, да? На самом деле это разумно. Что действительно, если складывать, будет проще. Да? Вот. То есть я высказывание. На самом деле, сейчас вы в этом будете сами убеждаться, это довольно сложно. Это примерно как говорить на иностранном языке, потому что мы к этому не приучены. Да? Мы приучены говорить «ты», «тебя», «тебе», «тобой» и так далее. Да? Говорить о себе мы очень не любим. Да? Нам это очень сложно, поэтому этому надо учиться. Да? И сейчас мы будем это делать. Давайте посмотрим дальше. Противную сторону надо выслушать, как бы противна она ни была. Очень часто наш собеседник успевает только открыть рот, а мы уже точно знаем, что он скажет, что он при этом подумает, что он при этом имеет в виду. Мы уже прочли между строк, и мы уже обиделись, и мы уже выдали свою обиду ему обратно. Он еще ничего не сказал. Да? Поэтому очень важно, опять же, асы диалога, да, используют такую технику. Кто был на реколлекциях, возможно, знаете, группы деления, когда проходят, да, каждый из участников, когда высказывается, он свое высказывание завершает, когда он уже все сказал, какую-то кодовую фразу, например, там, «Дякую Пану Богу», «Прошу об этом прозмары», там, ну, или что, такие какие-то фразы, да. Вот такая фраза показывает собеседнику, что все, человек сказал, да, теперь может говорить кто-то следующий. Есть такие, действительно, есть такие асы в семейном общении, которые вот так поступают в своем общении, да. Нужно решить какой-то вопрос. Муж что-то говорит, ну, говорит, может быть, не «Дякую Пану Богу», а как бы это все, да. Вот, потому что, ну,
часто бывает, что мы о чем-то говорим, но надо подумать, как-то сформулировать, да, как-то выразить, да, вот. И другому человеку действительно, как бы противно это не было, нужно дождаться того момента, когда человек все сказал. Да? Тогда мы можем это все осмыслить и что-то предложить ему в ответ. Но слушать мало. Следующий шаг. Ой. Да, совершенно верно. Вот этот вопрос, правильно ли я понял? Потому что, не поняла, потому что то, что вы сказали, и то, что было услышано собеседником, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Да? Иногда бывают такие ситуации, что ты говоришь одно, человек слышит прямо противоположное. Да? Особенно, это касается и слов, это касается и эмоций. Да? То есть, например, кто-то может просто говорить, ну так, с запалом, да, с энтузиазмом, а ему ответ: почему ты на меня кричишь, почему ты на меня злишься, например. Да? Вот эта фраза «правильно ли я понял, правильно ли я поняла», да, позволяет, очень хорошо позволяет наладить общение, да, и понять собеседника. Поэтому советую, действительно советую ее не пренебрегать. Да, то есть потратьте время, удлините, может быть, вашу беседу. Когда собеседник высказал, скажи: правильно ли я поняла, ты хотел сказать что? И по пунктам. Да? Ты хотел сказать, что нам нужно сделать то-то, то-то, ты чувствуешь себя так-то, так-то, да, и так далее и тому подобное. Вот. Собеседник может на это сказать: нет, совершенно не так. Что-то уточнить. Да? Потом приходит ваша очередь, то есть таким образом общение становится гораздо более прозрачным, и много таких иллюзорных каких-то поводов для ссоры, они просто исчезают, да, и нам становится гораздо легче. Но опять же, вот это применять очень непросто. Вежливость. К чему 3 восклицательных знака? Часто мы, люди, скажем, культурные, да, достаточно часто употребляем вежливые слова. Спасибо, пожалуйста, извините. Да? Проблема в том, что очень часто мы это делаем с незнакомыми людьми, но очень редко делаем это в кругу семьи. Да? Вот. Очень часто что-то мы воспринимаем как должное. Да? Муж выкинул ведро без нашего напоминания, мусорное. Да? Кто скажет «спасибо, дорогой»? И кто это делает постоянно? Лапу вверх. Зачем ты выкинул? Зачем ты выкинул? Действительно, там было много полезных вещей. Назло. Назло выкинул. Зло, да. Действительно. Вот. Да, кто скажет спасибо, да, или жена приготовила ужин. Да? Не обязательно праздничный, просто ужин готов после того. Посолила. Не посолила, да, или пересолила. Ешь сама. Ешь сама. Да. Вот, то есть, а эти обычные какие-то слова. Вредно. Вредно, да. Смерти моей хочешь, наготовила тут. Я не хочу этого есть. Я не хочу это есть, да. Вот. Я такое не ем. Я такое не ем. Спасибо, что съешь сама. Спасибо, но не надо, не надо. Это насчет вежливости. Как вежливо можно тоже ударить. Спасибо. Ну, спасибо же сказал. Ну, сказал же. Можно сказать вежливо: я сыт, спасибо. Да, и вот именно вот с такой интонацией: я сыт, спасибо. Эх, да. А на самом деле вот эти слова на самом деле простые, да, спасибо, пожалуйста, извини, да, они просто дают собеседнику понять, что его уважают. А когда собеседник, человек чувствует, что его уважают, как бы, как-то уже не сильно хочется вот срываться в какой-то ор, крик, да, вот это такое уважение, да, и спокойствие, оно передается людям, да, и когда говоришь спокойно и говоришь вежливо, да, то, поверьте мне, я общалась много, да, и, скажем, и виртуально, и письменно, и устно, да, и, скажем, мы в семье шутим, все наши друзья-язычники, сатанисты и так далее, с которыми мы там общаемся иногда на форумах, да, иногда они абсолютно невменяемы, да, то есть, вот, но бывают ситуации, когда, то есть, человек приходит, чтобы поругаться, да, там, на христиан, например, что-то там наговорить, да, но элементарное, как бы, я правильно поняла? Извините, а вы можете вот это пояснить вот это? Что вы имели в виду? Да? Кстати, тоже хорошая фраза, что ты имел в виду. Да? Вот.
И с удивлением обнаруживаешь вменяемого человека, очень озлобленного, да, очень там с какими-то своими тараканами в голове, да, но вменяемого, да, с ним можно общаться, как бы, да. У меня была тоже ситуация, на форуме пришел человек, он был не сатанист, он просто был несчастный человек, да, психологический форум пришел, говорит, я не хочу жить, как бы, я не вижу смысла, ну ничего не вижу, да, то есть, вот я лежу целыми днями на диване, и мне просто тяжело физически встать вообще, да, что-то вот делать, да, то есть я там кушаю уже, когда совершенно, ну, не могу просто уже, когда голод уже зверский начинается, да, вот. Ну, народ как-то так не проникся его темой, да, начали посмеиваться, честно говоря, да, это иногда, к сожалению, это вводится и у психологов, особенно тех, кто, скажем, виртуально работает, да, особенно прибежали не специалисты и начали давать свои, в кавычках, ценные советы, да, то есть, ну, там вообще высказывания были, что, типа, тебе нужен хороший пинок, типа, и все это прочее, 5-10. Кто-то его спросил о том, единственный ли он ребенок в семье. Удивительное дело. На самом деле, один человек только заметил его ответ. Он сказал, из живых, один. Или он сказал, из живых у меня есть еще брат. Что такое? Из живых, да? Ну, начинаю с ним общаться. Как бы, что вы имеете в виду из живых? Выясняется, мама делала аборты. Говорю, до вашего рождения, до моего рождения. То есть получается, что вы живете, потому что кто-то умер. Ведь мама могла родить предыдущих детей, а вас бы потом абортировала. Да? Но она, допустим, 2 абортировала, а теперь у нее изменились обстоятельства, у нее не было детей на тот момент живых, да? И она родила вас, смогла вас родить. То есть вы живете вместо кого-то. Да, и человек начинает осознавать, да, что проблема была в том, что он не чувствовал своего права на жизнь, да. Ему об этом говорилось, что до него были аборты, да, то есть это в семье как бы, ну, не скрывалось, ну, нормальным считалось или как-то по-другому. Но человек действительно, да, постоянно, вот, подсознательно он этого не понимал, да, пока ему об этом не сказали, да. Он не понимал того, что, как бы, да, он здесь живет, потому что кто-то умер. Он ощущал вот эту свою постоянную вину. Он так и говорил, я не имею права жить. Почему? Не знаю. Да? Я не имею права хотеть чего-то. Почему? Не знаю. Да? А все дело, ну, это называется синдром выжившего, на самом деле. Это есть такой, ну, диагноз, как бы так называется, синдром выжившего. Да? Когда человек просто не считает себя вправе жить, потому что вместо него умер кто-то другой. Это очень часто абортировано, ну, в семьях, где есть аборты. Что происходит? Отвлеклись немного. Вежливость. Да? Вежливость говорит нам о том, что мы уважаем своего партнера. Если мы говорим о себе, что мы уважаем чувства свои, это значит, что мы должны уважать чувства и желания партнера. Вот это высший пилотаж общения. Да? Потому что когда нам что-то очень хочется, когда нам что-то очень нужно, да? А человек нет. Да? Это самое. Ну, это очень обидно. Очень часто мы любим поманипулировать как-нибудь, да? Как-то так, ну, в народе говорится, объехать на пьяной козе так, чтобы стало да, чтобы все равно получилось по-нашему. Женщины это очень любят делать. И считают это иногда своим достоинством, что, да, так тихонечко, так нейтральненько, где-то что-то так вот, да, и стало, по-моему. Это не всегда плохо, на самом деле. Не всегда плохо. Но очень часто это приводит к тому, что мы, уважая свои потребности, начинаем игнорировать потребности и желания другого человека. Как это нет, если я так хочу? Да? Вот на самом деле это состояние моей 5-месячной дочки сейчас. Да? Как это нет, когда я хочу есть? Сейчас, сию секунду. Не через 2 минуты, когда я принесу бутылочку. Сейчас. Да? Ну вы знаете, что бывает с 5-месячными младенцами, когда они хотят кушать. Да? Да. Только гораздо громче, гораздо противнее. Да? Очень часто так себя ведут взрослые люди. Как это нет, когда я хочу? Да? И тогда мы осуществляем еще одну фигуру высшего пилотажа общения. Умение говорить и слышать слово «нет». На самом деле, как умение слышать слово «нет», да, то есть «нет» – это значит «нет», да. Я понимаю, что тебе очень нужно, но я не могу сейчас это сделать, да. Так и очень важно уметь говорить это слово «нет». Очень часто нам кажется, что если мы в чем-то откажем своему супругу, другу, коллеге, да, это означает как будто разрыв отношений. Да. Все, он на меня обиделся,
или она на меня обиделась, все, да, как будто мы порвали отношения, всего из одного вот этого слова, да. И это очень важное умение. На самом деле, если этого не уметь, то очень часто происходит такое выгорание, когда мы всем говорим «да». Помоги мне сегодня, хорошо. Помоги мне завтра, хорошо. Помоги мне вот этом, хорошо. Помоги мне вот этом, хорошо. В конце концов, у человека просто не остается времени на себя, не остается времени, чтобы помочь всем, кто от него этого хотят. И начинается, на самом деле, очень много обид. Потому что ты обещал, ты мне помог. Да, почему у тебя не получилось, да? Очень часто эта ситуация называется, когда сели и свесили ножки, да? И посчитали, что так и нужно, да. Да, поэтому очень важно уметь говорить слово «нет» и понимать, что за этим не стоит разрыва отношений. Нет, но я все равно твой друг. Просто сейчас я не могу тебе в этом помочь. Да? Я все равно тебя люблю. Да? Ну сейчас нет, я не сделаю так, как ты хочешь. Да? Умение говорить и слышать слово «нет». А на самом деле это все. Теория закончена. Практика. Учимся. 2 добровольца. Кто-нибудь? Ну, я попрошу все-таки взрослых, да? Здесь мне немножко по-другому. Но не бойтесь, я не кусаюсь. Давайте. Как зовут? Михаил. Михаил? Анна. Анна. Хорошо. Вы муж и жена, да? Да. Вам ситуация, да? Вот вы прослушали про друзья диалога, да? Друзей диалога. Ну, И про врагов тоже. И про врагов тоже. Ну, врагов, я думаю, что умеют абсолютно все. Давайте попробуем с друзьями, да? Вам ситуация. Вам нужно решить, как провести выходные. Вы хотите чинить машину. Ну, вам тоже нужно, да? Вы хотите всей семьей поехать к родителям на дачу. К чьим? А к чьим хотите? Своим. Хорошо. Вы хотите поехать к своим родителям на дачу. Договоритесь между собой. Ну, попробуйте, да? Повторим, значит, внимание к себе и своим потребностям, я высказывание, да? Умение слышать слово «нет», слушание, правильно ли я поняла, понял, да? Еще вежливыми будем, и если что, услышим слово «нет». Давайте. Дорогая, ты меня, конечно, извини, мы никуда в эти выходные поехать не сможем, у меня машина на грани предела. Если мы поедем, можем встать в дороге. Так что мне придется в эти выходные отремонтировать машину. Я тебя правильно услышала? То есть дело, ты свободен, но просто у нас нет машины. Правильно? Нет, ну кто-то должен следить за машиной. Чтобы вы починили очень корректно и правильно. Я остановлю. Фактически ведь Анна сказала то, что вы говорили. Вы-то свободны, но вам нужна машина на грани, да? Да. Это самое. Вот. Она спрашивает вас, правильно ли я поняла? Вы отвечаете нет. Я не ответил ничего, я сказал, что кто-то должен следить за машиной. Первое ваше слово было нет. Правильно ли я поняла? Нет. Да? Это называется или что-то вроде сократического согласия, что-то связанное с Сократом было в этом, да? По-моему, это он придумал. По факту вы с ней соглашаетесь, да? Вот. Но почему-то не говорите «да». Да? Да, ты поняла правильно, просто нужно кому-то, чтобы следил за машиной, да? Потому что если она услышит слово «нет», это уже между вами начинается контра, да? То есть как это нет? Ну я же была, вроде бы так и поняла, да? Если вы сказали нет, значит вам придется еще раз долго и нудно объяснять. Да? Можете сказать, да, ты поняла правильно, кто-то должен смотреть за машиной, машины у нас нет, да? Машина в аварийном состоянии, правильно? Ага, ваш ход. Мне бы было так приятно, если бы мы сегодня поехали всей семьей к моим родителям. Замечательно. Замечательно в том плане, что вот это я высказывание, да? Мне было бы приятно.
Даже если бы мне было неприятно туда ехать, но я просто при всем желании должен починить машину, прежде чем мы бы туда поехали. Либо вариант второй, мы поедем на попутке, но после обеда. Отлично, отлично, замечательно. Замечательно. Меня вполне устраивает второй вариант. Второй вариант. Ну мы тогда ничего не успеем и целый день проведем в дороге. Мы же должны к вечеру вернуться назад. А мы можем пожертвовать вот этим днем на то, чтобы как-то улучшить наши семейные отношения, прийти к согласию и поехать к моей маме? А ты уверена, что у твоей мамы да у нас улучшатся отношения? Ладно, давай сделаем так. Мы сегодня починим машину, а в следующие выходные обязательно поедем к моей маме. Договорились? Ты опять мне ставишь условия, да? Это уже ты высказывание. Ты высказывание, да, это правило диалога. Вот. И ты опять Дайте переиграем. Дубль 2, давайте. В нашей семье опять возникают какие-то условия. Вот это очень так. Скажите о себе. О себе. Что вы чувствуете сейчас? Я чувствую, что мной кто-то опять пытается манипулировать. Например, да. Например, когда мне говорят вот так, да, я чувствую, что мной пытаются манипулировать. Ну, ничего не остается, как согласиться с тобой. Хорошо, мы сегодня чиним машину. Но при этом чувствую, Я обиделась, Я обиделась, но мы сегодня чиним машину. То есть у меня нет выхода. Мне нужно согласиться. Ну, например, вы можете такие сказать, знаешь, а может быть мы пожертвуем всеми делами и поедем на маршрутке, да? Не очень хороший ход был у вас вот про это улучшить отношения, да? Это намек на то, что у нас что-то не в порядке в отношениях. Очень важное, да, то есть мы говорили о том, что у нас есть глобальные слова, да, вот как бы антоним к этому, да, мы говорим о том, что здесь и сейчас. Сейчас вы говорите о машине, о том, что ее надо починить и поехать к маме. Все. О том, что, потому что вот это может быть поле непаханное для дискуссии, да. А что не в порядке у нас в отношениях? А разве у нас что-то не то? А как это ты не понимаешь, что у нас не то? Да у нас все не то. Да? И пошло, да. Очень здорово. Значит, вы договариваетесь, либо едете в следующие выходные, либо едете сегодня на маршрутке. Не отходите от темы, то есть, да? Да, да, совершенно верно. Не отходите от темы. Да? Так локализуйте. Мы говорим об этом. Да? В следующий раз можем поговорить о чем-то другом. Угу. Конечно, очень хочется. Очень хочется. И сказать все, что за 20 лет семейной жизни накопилось. Да? Я продолжаю, раз уж мы не едем. Раз уж мы не едем, то надо с пользой провести время. Потому что не скучно было, да? Ну, значит, все. В эти выходные чиним машину, следующую едем к нашей маме. Еще жертвы? Ну, давайте, это уже будет другая ситуация, не про тещу. Давайте две девушки, кто будет. Ну, две девушки, давайте. Пошли две девушки. У них тайный сговор. Есть о чем поговорить. О, еще как, если давно не виделись. Так. Наше задание. Наше задание. Отлично. Итак, это Катя, это Маргарита. Я их тоже знаю. Но вам придется немного фантазировать, девушки. Итак, у Маргариты диплом катехетичного колледжа. Завтра сдавать отцу Александру. Предположим, что Катя у нас замужняя женщина, у нее есть ребенок, ей надо срочно куда-то уехать, она хочет своего полугодовалого ребенка именно в этот последний день спихнуть Маргарите, чтобы она с ним посидела. Давайте, девушки.
А у Маргариты дедлайн. Ей очень Хорошо, надо. Катюша начинает, да? Да, Катюша, Поручай, пожалуйста. Поручай. Очень нужно оставить тебе мою Машу. Я знаю, что ты очень любишь деток, очень любишь... Это ты высказывание. Ты уже начала рассказывать, что она любит. Ага. Катюша, я с радостью в любое время после диплома. Завтра сдача, ты не представляешь, руководитель зверь. Так что нужно подготовиться очень-очень-очень достойно, потому что просто не примет, отправит на все лето на пересдачу. Обещаю, в любое время помогу после диплома. Маргарита, мне только нужно на полдня всего лишь. Отлично. Ну хорошо, тебе на первую половину дня? Ну, допустим, на первую. Ну, на первую, да. Ну, примерно первую, да. На первую. Хорошо, договорились. Значит, я на первую половину дня до часика смогу побыть с Машей. Вот. И полдня у меня останется и ночь на подготовку диплома. Хорошо, договорились тогда. Хорошо, с утра и до часу. Yes. Но они друг друга знали, это было подставное. Спасибо. Давайте похлопаем. Двоих мужчин хочу пригласить. Ну, чтобы уж... Ну, двоих мужчин. Как раз Александр в этом диалоге судей выкрутится интересно. Очень просто, я слишком авторитетный. Тогда пан Ян второй тоже в авторитете. Ну, идите. Давай. Два авторитета других. Я хочу видеть такую ситуацию. Вот тут пьют в Каликаплице. Отлично. Да. А мы с вами идем. Да кто пьет, то и делает. Идут и пьют. Нет, там пьют люди, так? Можно такую Да, разобрать давайте. ситуацию? Давайте. Я сразу... Каплица, куди ми прийшли пить? А я до кого звертатися повинен? Виталий будет у нас пить. Ви будете. Так я по определению не скандалист. Ви так само? Выходной день, тут каплица, так? Маленькие дети. А вы тут сели, достали бутылку и пьете. Пани Яна, Да. это ты высказывание. Вот это брань диалога. Да? О себе. О себе. О себе. Ужас какой. Я интеллигентный человек. Иду в каплицу. Кругом птички, да? Божий дом. А вы тут сели. Опять вы, да? Пани, высший пилотаж. Да. Без вы. Без вы. Вот такая ярчика не сидят. Мне очень неприятно, когда возле Божьего дома... Мне ужасно неприятно. Во-первых, пахнет спиртное. Во-вторых, какая-то закуска у вас. Одним словом, ну, просто нет слов. Послухайте, шановні, ну ви ж мене зрозумієте, а де мені це все робити? Природа, птушки пеють. Ну куди я тут у городі ще пойду? Вот туди вон далі, там зарослі, там ніхто вас не бачить. Ось Міновіта, там мене ніхто не бачить. А вас тут треба, щоб вас бачили. Так, ну, я вас прошу, ви соберите этой ваши банзелки, клунки, этой бутельку и куда-нибудь пойдите. Я прошу, не треба було. Я прошу, Я пока прошу вас. Ну, я пошел. Нет, так не бывает. Так не бывает. Пан Виталий, я не стоять на своим, я не сижу под этим делом.
Пригласите в компанию. Пан я, Да. вы меня поважаете? Я вас вельми поважаю. Тому. Так давайте напруження зробимо. Мало. Так яны ж не пойдуць так. Гэта вы інтэлігентны чалавек пойдзе, а другі чалавек не пойдзе, што рабіць тады? Пане Яник, к сожалению, умение слушать слово «нет», либо вызывать милицию. Это, понимаете, это уже противоправное. А пакуль міліцыя будзе 2 гадзіны ехаць, што рабіць за гэты час? Просто пытанне, калі один чалавек ён схільны да дыялогу, а другі не. А дыялог это ўсё ж таки заўсёды, ну... Миновито, да? Ну, мы сегодня говорили о том, когда мы не делаем ничего противоправного, да? То есть, когда я говорю слово «нет», например, Маргарита, я не посижу, да? Или я посижу только полдня, ну, это не нарушает никаких моих прав, да? В Конституции не написано, что я обязан сидеть с чьим-то ребенком, да? Вот. Когда ситуации у нас какие-то с вмешательством милиции, ну, да, к сожалению, так бывает, да? И понимаем, что это действительно наша проблема, да? Вот. Тоді подякуємо вам і вам так само. На самом деле, пан Ян и Виталий осуществили уже даже следующий и, можно сказать, последний пункт нашей повестки дня, нашей беседы. Они перевели свою ситуацию, да, которая действительно пана Яна, думаю, Виталия тоже тревожила, да? Может быть, еще кто-нибудь хочет свою ситуацию, да? Пані Ірина, там, я наверное, повинна створить добрую ситуацию. Пані Ірина. Да. Ситуацию, найдите себе кого-то, чтобы... Да. Давайте вы расскажете ситуацию, а потом, может быть, найдется желающий, чтобы сыграть злобную роль какую-то, да? Если нет, я ее сыграю. Ира, вспомнила, что такая ситуация, да? И нет, ты не сыграешь, напевно. Значит, я еду в метро. Раніця, 1:07. А, то, что вы писали? Ні, мені шантить у метро на зустрічі. Сидять два мужики. Підкреслюю, самі ще нема. Да? Яны їдуть з вечора, ці то, може, яны з Великого Бадуна, ці то, може, яны обкурившися, не ведаю. Один сидить таки трошки сумний, а другий сміється. Нагло так сміється. Сидять насупроть мене, вот так вот. Я на їх гляжу і терплю. Терплю їхні поводини, бо вони ніякі непристойні такі. Але поки що нічого не відбувається такого, як некого оскаржала. І тоді гэты, які сміється, він так усе больш і больш і больш виплескує гэтыя свої емоції. Невідомо, з чого сміється, там, здається, нема чого. Розмовляють доволі громко. І врешті він починає громко казать нецензурные слова. Вокруг меня у гэты час сидят в основном мужчины. И в основном, я бы так сказала, будовники, які едут там в Ауручча, які-то там простые такие люди. Им гэтые слова, так бы мовить, ну, звыклые на уши, да? А я сижу, и меня так тихо починає крутить. Врешті я їм кажу, у присутності усіх гэтых мужиков, кажу, хлопці, вам пошантило, що тут нема мужиков. Да? Гэты мужики так тихо. Тоді, значить, гэты, який сміявся, поглядів на мене і каже, а що таке? Я кажу, вибирай слово. Тоді він починає ще більш нахабно. Я терплю, а тоді женщина ще не каже, что а вы вызовите милицию. И урешті складається така ситуація, да, що з'являється недзе на одним з припинків, уваходить молодий солдат. Ён гэта все бачить, да, бачить, что а гэты глядить на меня и просто меня оскорджае. И он раз за разом, и уже починає на меня глядеть вот так, и каже, что ты меня не переглядишь, ты меня не зламаешь. А я так это, не то, как я на его так вот глядела, але я кажу, что, як же я ему ще так сказала, что грязь не ломается, да, что я тебе не ломаю, бо грязь не ломается, тут нема чего тебе ломать.
І тады гэты салдат, ён за мяне аскардзіўся, да? І пайшоў да яго. А ў гэты час я ўжо таксама такая заведзеная, і я кажу мужчыну, які сядзіць там каля гэтага перагаворнага гэтага устройства, кажу, вызывайце міліцыю. А гэты салдат падышоў да яго і кажа, супакойся, паводзь сябе прыстойна. Гэтыя пачынаюць на яго, да? І мы праехалі, напэўна, яшчэ пару гэтых прыпынкаў на метро, і міліцыя такі прыйшла. Яны там паведаміў, пэўна, гэты вадзіцель электравоза, у якім вагоне, ўсё. І яны проста яго ўзялі, гэтыя абодва, яны ўжо сабраліся выходзіць, то яны іх проста ўзялі. То я трохі адчувала сябе так, няёмка, бо я здала людзей у міліцыю, але я так зразумела, што гэта міліцыя, яны іх давядуць, да? І скажуць, хлопчыкі, ай-яй-яй, як же ж это вы так з раніцы? Але, не ведаю, я ім не крычала, што вы такія-сякія, да? Слова не выбірала там, што мне гэта здаецца, ці мне гэта падаецца. Але вот такая была сітуацыя, якая псіхалагічна, я б сказала, што яна была цяжкая, але думаю, што вырашылася... яшчэ было так, што гэтыя двое, як яны выходзілі, яны пачалі цягнуць гэтага салдата. А ну, пайшлі пагаворым, да? І тут яны трапляюць у міліцыю, і гэтага салдата ўсё роўна цягнуць. Я яго взяла і сказала, не, даражэнькі, гэты чалавек застанецца со мной. Вот такая была ситуация. Дякую, пані Іринке, за вашу історію. Тут є ще такий момент, що опять-таки что-то нас сегодня так тянет такие какие-то противоправные такие ситуации, как-то так вот, да, вот. Я думала так, о более мирных, да, каких-то ситуациях, но это важно, действительно это встречается. Еще на заканчение, да, думка, что очень часто среди нас ходит очень много неадекватных людей, да, то есть, возможно, да, они были, кто-то был с Будуна, да, очень, бывает действительно так, что ходят и в белой горячке, да, по улицам, и как бы, реально люди больные, да, поэтому... к сожалению, это так, и вот эти правила тогда не работают, да, то есть тогда действительно не стоит выбирать выражение «мне кажется, что не слишком хорошо», да, вы плохо себя ведете, да, человеку с построением шизофрении, например, да, вот. Я вам тоже такой практический совет, этого я не планировала, да, если о моих любимых психах, о чем мне еще говорить. Очень легко вот этого человека почувствовать, да, как бы, бывает, что человек пьяный, да, это неприятно, как бы, это неприятно, да, как противно на него смотреть и все такое, но если это будет человек, который реально психически ненормальный, да, то есть, даже если он будет вести себя как пьяный, вы это очень хорошо почувствуете. Как вы это почувствуете? Вам будет не просто неприятно, вам будет, во-первых, страшно, да, у вас будет такое впечатление, что он в вас проникает, как будто, да, то есть это вот такое, я с таким сталкивалась, да, то есть в троллейбусах иногда, вот человек начинает с тобой рассказывать, он ничего тебе не делает, да, он просто что-то про тебя расспрашивает, да, а вы кто, о чем вы мечтаете, да, а вот ощущение такого, знаете, ужаса, такого, что абсолютно мысли начинают возникать, что он узнает, где я живу, что он за мной придет, да. На самом деле это объясняется тем, что у них такая психика, у них нет границы между собой и миром, да? Как бы у них вот я это мир это я, да? Поэтому он переходит с тобой на ты. Он спрашивает, о чем ты мечтаешь, да? А где ты живешь, да? Он может начать, да, что, а я хочу к тебе прийти, да? Он не понимает, почему нет, да? То есть для него это, то есть вот это, да, вот, давай будем друзьями, например, да, вот. На самом деле, как бы, вариант только один. Уходите, не вступайте, вы ничего не объясните, да. Часто они начинают, допустим, я не говорю про тех, кто в меняемом состоянии про что-то проповедует, да. Бывает, что давай поговорим о Боге, и вы понимаете, а вам страшно, да. Вы не хотите просто рядом стоять, это очень такое сильное впечатление. Знаете, это на самом деле настолько сильное впечатление. Все, это последняя история, на этом все, заканчиваю. К нам на форум, где я консультирую, пришел человек. Есть такая болячка, да, называется бред изобретательства.
изобрел вечный двигатель очередной. Он, значит, он ни на кого не обращает внимания. Он рассказывает о том, что, значит, теория Эйнштейна, она в своем основании плоха, неправильна. Я изобрел прибор, ну бред, идет типичнейший бред, да. Очень хорошо видно, что человек неадекватный, даже по письменной речи это видно. Что происходит? Часть форумчан, которые с ним общаются, начинают над ним смеяться. Просто прикалываются, да. Вот, а ты там то, а ты там все, да, ну там смеха панорама пошла, да. Другая часть форумчан начинает за него заступаться, ну, условно говоря, не трогайте убогого, да. Какой-то психотерапевт начинает говорить, вы что, вот он сейчас, ну, типа, спокойный, просто там про свои эти машины что-то рассказывает, да, вы над ним посмеетесь, он пойдет кого-нибудь зарезать, да, вы что, вы не понимаете, что это шизофрения? То есть между собой начинают ругаться форумчане, не с ним, между собой. Потом, значит, психологи, да, те, кто с подтвержденным статусом психолога, создают отдельную группу, да, отдельную тему и начинают между собой обсуждать, как общаться вот с такими людьми, если приходят на улицу, на форум явно ненормально. Они ругаются в этой группе, они, то есть форум останавливается фактически, да, то есть все друг на друга дико злы, да. На самом деле, что происходит? Он просто, у него разрозненная психика, да, часть его психики над ним смеется, часть его защищает, да, это все в нем. Он свои части психики вкладывает в нас, по интернету, абсолютно, без мистики, без ничего, он это делает. Да? Это реально свойство психически ненормальных людей. Вот. С ними будьте осторожны. Да? Последний слайд, чтобы поднять настроение, чтобы поднять нам настроение. Вот такое. Желаю вам успехов в общении. Есть ли какие-то вопросы, что-нибудь в эту накапало? Или кто-то хочет спросить? Не успели подумать на вопрос. Ну, значит, общение было эффективным, да? Спасибо вам. Хотів би тут подякувати Наталі за цей семінар. Ну, і запросити на наступне. Ось, вона так трохи здрадила так само таємницю, що усього, що тут така могла би висказати за весь цей час, не поспіла і не поспіє, бо шмат чого є. Як бачите, варто слухати, варто користатися з цього. Ось, так само, коли хтось захоче відказати тут нашому Віталіку на питання, які задасть на камеру, так само, коли ласка, запрошую, ось, він там питання задасть. Задасть. Ось. Тому, ну, ви питання не написали, ну то і він задасть вам питання тоді. Дякую щиро, нехай себе пан Бог благословить. Ну і будемо мати надію на те, що ще зустрінемося не раз. Дякую щиро, з Богом.